все равно чего-то не хватает. Ребят, поговорим сегодня на тему, как зарабатывать больше в Яндекс.Такси. Я расскажу и на примере, надеюсь, покажу свою тактику работы в такси. Досмотри это видео до конца, так как ты узнаешь, как получить от работы с Яндексом максимальный доход при минимальных затратах. Ну, всем салам алейкум, с вами Демижан. И по традиции мы начинаем! Ребят, ну перед тем, как начать, кто не подписан на канал, прошу подписаться, поделиться этим видео и ссылочкой на канал с друзьями, работающими в такси, так как на канале очень много полезной информации для вас, которая поможет вам значительно увеличить ваш доход. Данный способ, который я вам сейчас расскажу, абсолютно легален, за исключением момента с выбором заказов. Вы можете узнать из моих предыдущих роликов, ну и либо вот сюда вот специально я записал ролик, вот он вышел, строкой можете на него нажать и просмотреть, кто не в курсе, и обратно продолжать досматривать данный ролик. Итак, поехали! Все заказы в Яндекс.Такси можно разделить на дешевые и дорогие. Чтобы определить, какой заказ является дешевым, а какой дорогим, мы берем гарантированный доход или линейку, как ее называют большинство водителей, и делим на количество заказов. Допустим, в нашем городе, столице Казахстана, доплата за 45 заказов составляет 42 тысячи тенге для брендированных и 39 тысяч тенге без бренда. А какая у вас доплата по линейке? Напишите, пожалуйста, город, количество заказов и сумму. Мне она нужна для анализа. Итак, возьмем минимальный заработок в режиме без бренда и делим 39 тысяч на 45 заказов. И получаем в среднем 860 тенге. Все заказы свыше 860 тенге будем считать дорогими, все заказы ниже дешевыми. Как работает алгоритм программы в Яндекс.Такси? Все очень просто, ребят. Для того, чтобы минимизировать свои расходы, алгоритм постоянно проделывает следующую штуку. Он подкидывает водителю несколько дешевых заказов, тем самым давая надежду на доплату. Однако затем он начинает забрасывать водителя дорогими заказами, чтобы водитель возил нищебродов за копейки и при этом не получал доплаты. Как же мы можем противостоять этому? Ответ очень прост, хотя и не очевиден. Во-первых, мы можем выбирать заказы путем отсеивания либо дальних и дорогих, либо ближних и дешевых. Все зависит от тактики вашей работы. То есть использовать способ самолета, который я вам до этого показал. Кто не в курсе, как использовать режим самолета. Я постоянно его использую, ребят, практически на всех моих видосах есть такой способ. А если кто не знал, смотрите, вот куда вам я указывал, там вы можете посмотреть. Однако существуют временные отрезки, когда мы не можем возить дешевые заказы из-за того, что появляется повышенный спрос, вы находитесь в зоне лужи, где минималка будет практически всегда выше, чем дешевый заказ. С другой стороны, обычный будний день, когда народ катается по работе за дешманские цены, и если к тебе сядет трое либо четверо человек, то твоя поездка в легкую может превратиться дешевле, чем на общественном транспорте. Итак, весь секрет заключается в работе в нескольких таксопарках, причем в одном желательно быть брендированным, а в другом нет. Что же это вам дает, ребята? В утренние и вечерние часы пики, когда цены высокие, вы включаете аккаунт в том таксопарке, где у вас нет оклейки, и возите дорогие заказы. Также имеет смысл при поездке в район с высоким спросом уходить с линии и менять аккаунт на тот, что вы используете для высоких цен. Когда вы катаете так называемую зеленку или заказы без кэфа, вы подключаете аккаунт с оклейкой и спокойно возите коротыши с максимальной доплатой от Яндекса. Таким образом, доплату от сервиса будут максимальные, так как вы с брендом и не будете уменьшать свою доплату за счет дорогих заказов. Итак, ребят, подписывайтесь на канал. Я сделаю такой эксперимент, откатаю на 2 дня, где я буду использовать свою тактику, откатывая в 2 таксопарках, и где я буду просто в режиме пылесос откатывать с утра до вечера в одном таксопарке, возя все подряд. Сравним цены. Такой будет хороший эксперимент, так что далее будет на канале такой вот эксперимент. Естественно, одинаковое количество времени, выйду в одно и то же время, сравним километраж, количество заказов и, естественно, доход. Сделаю такой эксперимент. Ребят, всегда выходите зарабатывать деньги, а не возить клиентов за виртуальные баллы и прочие плюшки от Яндекса. Всегда находите выгоду для себя, и тогда работа в такси станет приносить прибыль, а не будет работой ради работы. Если видео понравилось, и ты хочешь еще больше качественного контента, как заработать на агрегаторах, а не возить все подряд, как робот, уходить со смены с пустыми карманами, поставь этому видео лайк, нажми колокольчик, чтобы не пропустить новые и полезные видео, а также напиши в комментариях, какие еще способы ты используешь для увеличения своего заработка, а я сниму на эту тематику видео. Всем пока-пока!